Здравствуйте, на телеканале «Новый век» программа «Вызов 112», в студии Матвей Опросин. И сегодня мы покажем, что осталось от Нивы после столкновения с КАМАЗом на Оренбургском тракте при въезде в Казань. Потому что он как шел, так и пошел в КАМАЗ. Просто КАМАЗ не заметил. Водителя и пассажира двух братьев срочно госпитализировали. Расскажем, как водитель «Шкоды» сбил двух человек на пешеходном переходе на улице Губкина. Машина в первом ряду, видимость нам закрыла, мы ничего не поняли. И задержание мужчины с особо крупной партией наркотиков. Получается, обнаружили полимерный пакет с порошкообразным веществом внутри, видите, да? Это и не только. Прямо сейчас. Очень сильно повезло водителю и пассажиру Нивы, столкнувшейся этой ночью с КАМАЗом на Оренбургском тракте при въезде в Казань. Внедорожник на большой скорости влетел в грузовик дорожных служб, который находился в левом ряду. Водитель легковушки даже не пытался тормозить. В результате столкновения у Нивы не осталось ни одной целой кузовной детали, она буквально разлетелась по частям. В том, что раньше было с салоном автомобиля, зажало двух братьев, водителя и пассажира. Оба были в сознании, пока их из искореженной машины не извлекли спасатели. А он как-то пытался тормозить? Ничего не пытался. Делал вокруг. Водитель КАМАЗа в момент удара был в кабине, стоял в левом ряду. Все знаки были выставлены, что должно было гореть и мигать, работало исправно. Рабочие готовились к нанесению разметки на проезжую часть. Импульсная стрелка, все горело, все работало. Потому что он как шел, так и пошел в КАМАЗ. Просто КАМАЗ не заметил, как бы. Да, КАМАЗ, два КАМАЗа рядом стояли. Грузовик пострадал не сильно, КАМАЗ был на ходу. Он даже не откатился от удара. Рабочие считают, что водитель Нивы в последнюю секунду понял, что грузовик стоит, и хотел избежать столкновения, но не успел. Ну, а КАМАЗу, он в колесо КАМАЗа ударился. Пытался объехать. От Нивы мало что осталось. Колеса, задняя дверь и другие запчасти разлетелись по дороге. Водителя и пассажира зажало в искореженном салоне. Извлекать их пришлось спасателям. Два брата, один 85-го, другой 89-го. Один пьяный спал вообще, один вот в сознании, водитель охал. Они не трезвы, по-моему, оба. Пострадавших срочно госпитализировали в республиканскую клиническую больницу. Авария произошла прямо напротив нее. За их здоровье сейчас борются медики. В каком состоянии находился водитель Нивы, будет установлено после получения результатов анализа крови. Рания Абдрахманова, Яков Каликин. Вызов 112. Двух человек сбил 23-летний водитель «Шкоды» на улице Губкина в Казани. Молодые люди шли по пешеходному переходу по всем правилам дорожного движения. Один из автомобилей остановился, чтобы пропустить людей, а те стали смело переходить проезжую часть. В следующий момент иномарка влетела в пешеходов. Как говорилось в Warcraft 3, пострадала только моя гордость. Один из сбитых молодых людей от госпитализации отказался. Врачи его осмотрели, переломов не обнаружили и предложили проехать в травмпункт. Но он беспокоился за товарища, с которым вместе переходили дорогу. Товарищ, ну вот, жду, что скажут. Но вроде по связи врачи сказали, что у него там сотрясение только. В остальном тоже легко отделался. У меня ушибы на ногах на обоих. Что, конечно, печально ввиду того, что я работаю курьером. Но пережить можно. Рассказывает, пешеходный переход нерегулируемый. Перед тем, как выйти на проезжую часть, посмотрели по сторонам. И когда убедились, что им уступают дорогу, смело пошли вперед. Машина в первом ряду, видимость нам закрыла, мы ничего не поняли. Посмотрели, что машина в первом ряду остановилась, и пошли. Из-за машины как раз в первом ряду машину во втором не было видно. А потом получилось, как получилось. Первую помощь, говорит, оказывал сам водитель. Пока приходили в себя, на место уже приехали и врачи, и автоинспекторы. Водитель оказал первую, соответственно, помощь. Посадил нас вот туда на травку, чтобы сидели и не двигались лишнего, не усугубляли положение. Сходил, воды купил. Вот. Соответственно, оперативно подключились прочие неравнодушные люди и не дали нам упасть духом. Скорую тоже вызвали и ГАИ без нашей непосредственной деятельности, без нашего участия. Вот. В общем, социально ответственные граждане о нас позаботились. 23-летний водитель «Шкоды» вины за произошедшее с себя не снимает. Рассказывает, людей просто не видел. На тормоза нажал, когда увидел пешеходов перед капотом. Случайно сюда приходил, и я тормознул там. Замечал, тормознул, но не успел. А скорость большая была у вас? Нет. 60 там, 60.
Второго пешехода врачи решили госпитализировать для более тщательного обследования. Он сильно ударился головой. Позже его отпустили на амбулаторное лечение. Во всем этом они видят некое послание судьбы. Вместе шли к нему праздновать в очередной раз его 21-летие. Месяц подряд уже празднуем, шли снова праздновать. Не дошли. Видимо, пора прекращать праздновать. Намек такой от судьбы. Алия Хайрудинова, Яков Каликин, вызов 112. В конфликт двух супругов, вспыхнувший ночью на улице Короленко, оказалась втянуты водитель, проезжавший мимо Kia, желавший помочь девушке, и очевидцы, отдыхающие во дворе. А разбираться в случившемся пришлось сотрудникам патрульно-постовой службы и автоинспекторам. Во время небольшой потасовки мужчина вытащил девушку из уже тронувшегося автомобиля, а ее нога попала под колесо. Да я как понял, они разругались, что-то там подрались. Она остановила меня, чтобы я ее подвез, а он ее в этот момент из машины вытряхнул, когда мы трогались. Помог. Водитель Kia признался, моментально остановиться он не успел. Автомобиль набирал скорость, когда мужчина открыл пассажирскую дверь и вытащил девушку, которая просила его подвезти ее домой, на улицу Тецовская. В этот момент ее нога и попала под колесо. Она села прямо на проезжую часть и стала кричать. Мы сидели в этом дворе, я слышу то, что девочка орет. Говорит, помогите, помогите, там туда-сюда. И все, я подхожу, мы с подружкой ее вот сюда, получается, на скамейку поднесли. На место тут же вызвали скорую помощь, автоинспекторов и полицию. Молодые люди, отдыхавшие в ближайшем дворе, сильно за нее волновались. На угрозы мужчина не скупился. Он побежал за ней, но видно по нему, что он неадекватный. Он говорит, ты мне жизнь свою испортила туда-сюда. Это, конечно, семейные дела. Сама пострадавшая рассказывает, спутник набросился на нее с обвинениями после смерти кота. Мужчина, говорит, его очень сильно любил и денег на животное не жалел. Кота отвезли на операцию, но врачи спасти его не смогли. Прогнозы были неблагоприятные. Где-то с 5 до 6 его усыпляли, потом мы его похоронили. И вот потом мы сюда приехали, пока его закопали, потом мы сюда приехали. И он мне начал говорить, что типа вот ты там такая плохая, сякая, короче. И я пошла домой. Он скинул ее с такси. Было так. Потом мы стоим с тобой, ты говоришь, да, я пойду домой. Я сказал, что я хочу домой, я ничего не говорила. Он на ушко тебе сказал, почему ты ему ушла? Почему? То, что тебе угрожает, ты боишься его, что ли? Нет. И вы сейчас задержите, завтра его отпустите, он тебя хлопает, нормально тебе будет, что ли? Это моя любимая, я не хлопаю такие, как вас хлопают. Конечно, да. Ты мне тоже пожал. Автоинспекторы стали выяснять, был ли наезд и есть ли у девушки какие-либо претензии к водителю Kia. А сотрудники патрульно-постовой службы доставили ее спутника в отдел полиции для выяснения всех обстоятельств. Так что, пацаны, ну что, можете видеть? Лиана Бахтиева, Яков Каликин, вызов 112. Синтетические наркотики в особо крупном размере обнаружили полицейские у 37-летнего жителя Альметьевска. Он не стал отрицать и признался, что купил их в интернет-магазине, но уверял, что исключительно для собственного употребления. Однако стражи порядка усомнились в этом. Больше полукилограмма синтетического зелья очень много, даже для распространителей. В связи с чем были задержаны сегодня? Знаете? Да. В связи с чем? Наркотики с собой. Для чего у вас с собой наркотики? Хранение. Где взяли эти наркотики? Купил у оператора. У какого? В интернет-магазине. Он не отрицал, наркотики были при себе и даже рассказал, где именно. Получается, обнаружили полимерный пакет, внутри которого полимерный пакетик, да, упакованный в другой полимерный пакет с порошкообразным веществом внутри, видите, да? Это что такое? PVP наркотик, да? В общей сложности у мужчины было без малого 350 граммов синтетических наркотиков, также весы и упаковочный материал. Терять было уже нечего, и он признался, есть еще. Задержанный указал стражам порядка место, где успел оставить дозу запрещенного препарата. Из тайниковой закладки изъято еще около 70 грамм синтетики. Так, получается у нас полимерный пакет, да, внутри которого сверток, сыпется, из тряпичной изоленты. Дома у мужчины нашли еще около 150 граммов аналогичных наркотических веществ. При этом он уверял, все это для него одного. Для чего? Ну, для каких целей вы? Употреблять. Для себя? Или для цели сбыта? Употреблять. Цель сбыта есть? Закладки оставляете? Оставляли? В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье «Покушение на незаконный сбыт наркотических веществ в особо крупном размере». Статья предусматривает до 15 лет лишения свободы.
Алсох Медянова, вызов 112. И это все, о чем сегодня мы успели вам рассказать. В студии был Матвей Опросин. До встречи. Не бросайте вызов судьбе. Вдруг она его примет.